Саламаттарбы, эфирде НТС'тин жаңылыктарынын атайын чыгарылышы. Бүгүн Ош областынын Кара Суу районунан бизге видео тасма келип түштү. Анда президентке талапкер Өмүрбек Бабановго каршы уюштурулган провокация тууралуу маалымат келтирилген. Бир нече адам Ош шаарынын тургуну Дурбек Алимжановду ээн жерге алып чыгып, аны уруп сабап кыйноого алып, Өмүрбек Бабановду каралаган жалган сөздөрдү айтууга мажбурлашкан. 4 человека меня избивали. Мы привезли в поле возле Папана, и там сильно начали избивать. Приехал еще один, он привез большой гвоздодер, и этим гвоздодером начали меня избивать. Меня несколько раз душили, я терял сознание. Мне по рукам, шее, внутренние органы все отбили. Я домой пришел, я без сознания был, но потом увидел 5 выстрелов из резинового пистолета. Я не слышал, но, видать, я был в отключке. 4 часа продолжалось это. С меня требовали деньги, якобы, которые я у Бабанова взял. Так как я за деньги не работал, они ничего слышать не хотели, угрожали. $100 000 с меня пытались вымогать. Я им сказал, что толку нету, денег нету, я никогда никого не брал. После чего они, 2 из них уехали. Они сказали к старшим за приговором. 3 оставались, периодически избивали. Они на телефон сняли, заставили говорить, что я у Бабана взял 100 000 сом, раздал людям, и я еще якобы обещал людям еще дополнительно дать деньги. Они это записали. Во время съемки у меня уже лицо было опухшее. Это было... Вы говорили об этом? Да, я говорил. Меня вынудили. Вынудили? Да, принудили. Во время записи один стоял сбоку с этим гвоздодером и по ногам постоянно бил. Потом уже стемнело, приехали эти 2. Вернулись, они приехали на моей машине. Моя машина оставалась в Волжском районе. Они приехали на моей машине. И на моей машине тоже опять избивали, пугали, под страхом смерти, заставили говорить следующие вещи. Так как у меня уже лицо было опухшим, они с задним сиденьем на моей машине, один сидел, снимал вот с этой стороны. Рядом с водителем посадил своего товарища, и я якобы, это как будто мой друг, я ему говорю: ты слышал, вот идут выборы, да, приближаются. Якобы со стороны Бабанова выделили 25 миллионов сом. Если вдруг он не пройдет, в Оше будет недовольство, и нужны спортсмены, ребята, которые начали вот эти действия. Я к нему обращаюсь, как будто бы у тебя, если есть люди, их приводи, вот с этих денег нам перепадет. А вы все это принудительно? Я это говорил, меня записывали 4 раза. Каждый раз им не нравилось, они опять Переписали? Опять меня избивали. Избивали, потом это сняли, да? Да, потом опять снимали. По страхам смерти. И теперь, после этого, они на моей машине меня привезли до Наукатского круга, сами сели в такси и уехали. Они требовали, чтобы я сегодня ночью, то есть 2 числа ночью, или на следующий день уехал из Оша и мог возвращаться только после выборов. Угрожали семье. И сказали, что я, если где-то куда-то буду заявлять или где-то что-то, у них все схвачено, это бесполезно. Я должен уехать, после выборов приехать. Если где-то что-то будет не так, они меня достанут. Они просто меня, оказывается, попугали.
но теперь будет серьезно. Но мне 50 лет, я свое уже повидал, но думаю, это нужно прекращать. Бұл жаңылықтардың атайын чыгарылышы болды. НТС-тен алыстабаңыздар, НТС бардығын көрсөтөт.